был кому-то невыгоден? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как власти сместили, возможно, одного из немногих депутатов, которого действительно уважали таджики. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Файзова от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области. Бывшего главу ГБАО Йодгора Файзова лишили полномочий в Верхней палате парламента Таджикистана. Такое решение было принято 17 декабря на заседании Верхней палаты парламента республики под председательством Рустама Эмомали. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Файзова Йодгора Дойоровича от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 5 ноября 2021 года. Йодгор Файзов в качестве председателя ГБАО являлся членом и заместителем председателя этой палаты парламента. После того, как он ушел со своего поста главы области 5 ноября, его должны были по закону сместить из этих должностей. Это обычная процедура. Таким образом, Йодгор Файзов больше не член Верхней палаты парламента и не является заместителем спикера. Файзов занял пост главы ГБАО 1 октября 2018 года. 5 ноября текущего года указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона он был освобожден от занимаемой должности. А как вы относитесь к бывшему главе ГБАО? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На его место был назначен Алишер Мирзанабот. Он был заместителем председателя Госкомитета национальной безопасности до октября 2018 года. Потом был назначен первым заместителем председателя ГБАО, а в прошлом году был мэром Хорога. Отставка Йодгора Файзова с должности главы ГБАО стала неожиданностью и вызвала широкий общественный резонанс, причем не только среди жителей области. За то время, что он возглавлял область, Файзов проявил себя в нетипичном для таджикского чиновника и даже руководителя международной организации амплуа, так как всегда был доступен для журналистов и отвечал на любой поставленный вопрос сразу, не отсылая за официальным запросом. При этом цензура за ним тоже не наблюдалась, не боялся высказывать свое мнение, критиковать органы правопорядка, так и неформальных лидеров области. Плюсы Файзова были в том, что он пользовался большим авторитетом, а это очень важно для региона. Нынешний глава области по наблюдению гражданского общества таким авторитетом не обладает. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь, несмотря на то, что указ о его отстранении был подписан достаточно давно, никто не хотел этого делать до событий в Хороге. Как вы относитесь к его смещению? Почему это произошло? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!